На Первом городском канале Шаардыктар. Здравствуйте, с вами я, Сыягуль Караман. Более 10 лет Кыргызстан находится в составе Всемирной торговой организации. Срок достаточный, чтобы в республике чувствовались перемены в республике. Срок достаточный для того, чтобы в стране чувствовались перемены в экономике. Сегодня мы поговорим о Всемирной торговой организации, о таможенном союзе и не только. У нас в гостях сегодня общественный деятель, работавший в 8 составах правительства, Эсенгул Омуралиев. Здравствуйте, Эсенгул Касымович. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Уважаемые телезрители, звоните по телефону 90 31 21 и задавайте любые вопросы на экономическую тему. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиянын мейманы Эсенгул Омуралиев. Суроолоруңузду 90 31 21 телефон аркылуу берсеңиздер болот. Эсенгул Касымович, вы в 1998-2000 годах были вице-премьер-министром, министром промышленности, внешней торговли. В 96-98 годах председателем межведомственной комиссии правительства Кыргызстана по переговорам по вступлению во Всемирную торговую организацию. Как шли тогда переговоры? Переговоры по вступлению Кыргызстана в Всемирную торговую организацию правительством была принята еще в 1995 году. Что предшествовало к этому? Вы знаете, развал Союза, разрыв экономических связей, развал платежной системы, бюджетной системы. Все это привело к тому, что экономика начала катастрофически падать. То есть Катастрофически в течение 3 лет шла только подготовка. Да. Рынки разваливаются. Те меры, которые были приняты еще на заре СНГ по составлению двусторонних, многосторонних соглашений, чтобы удержать ситуацию в экономике, они тоже не дали успехов. Хотя в какой-то степени смягчили обстоятельства, но успехов не дали, поэтому было принято решение, диверсифицировать производство, либерализовать экономику, открыть Кыргызстан для мира, а для этого надо было вмонтироваться в инструменты мировой экономики. Одним из таких инструментов, безусловно, является Всемирная торговая организация. Если так податься в историю, то, значит, после Второй мировой войны, после окончания Второй мировой войны, весь мир понял, что надо сотрудничать. И тогда было создано несколько институтов такого мирового уровня. В том числе и Всемирная торговая организация. Это Мировой банк, Международный валютный фонд и Всемирная торговая организация. Тогда она называлась ГАТТ. Эсенгул Касымович, мы продолжим беседу. Давайте послушаем вопрос нашего телезрителя. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Почему не хватает деньги? Спасибо, это был детский такой вопрос. Не хватает денег. В принципе, деньги хватает, только его надо зарабатывать, находить, делать, уметь с деньгами обращаться, и они появятся. Но можно напечатать их много, тогда их будет очень много, но они будут не иметь никакой цены. Вот мы заговорили о деньгах. Вот с каким багажом наша страна пришла вот к такому решению о вступлении? Что этому предшествовало? Вот эту я вам рассказал. Вот тогда в такой ситуации мы приняли решение о либерализации экономики и торговли. Это означало, что мы должны быть свободными, принять, как говорится, мировые, значит, правила игры и стать как бы, значит, равным игроком в этой игре. Игроком в этой системе, да? А стать таковым можно было только вступив в Всемирную торговую организацию. Вот тогда было принято решение, такое решение, был создан межведомственная комиссия по переговорам Всемирной торговой организации. Я как раз возглавлял эти переговоры. Переговоры мы вели в 3 года, почти 3 года, и завершили переговоры 20
Декабря декабря 1998 года. И тогда было принято решение о нашем вступлении в ВТО. Многие страны до сих пор не могут войти и не могут стать членом ВТО. Мы были одними из первых государств Содружества. И что это нам дало? Ну, И в принципе, в то время, мы это в полной мере. в то за эти время, годы. значит, активно вели переговоры с ВТО как раз-таки страны с малой экономикой, которые были уязвимы вот в период развала или кризиса после распада СССР. Да? Таковы, вот так активно переговоры вели Эстония, Латвия, Литва, мы, Грузия и Молдова. Вот 6 стран, которые приняли решение вести переговоры значит, Всемирной торговой организации. Из этих стран значит, вступили мы с Латвией одновременно, а потом уже позже остальные страны стали членами Всемирной торговой организации. Значит, большие страны, у них большой процесс переговоров, большие интересы, большие, значит, переговорный процесс, поэтому они ведут эти переговоры, значит, основательно и